Павел Андреевич, Да. вы шпион? Как ты думаешь, Юра, Владимир Зинонович хороший человек? В покрытом глубокой секретностью полном списке соратников Павла Макарова, этого реального прототипа знаменитого адъютанта его превосходительства, имя нашего земляка Владимира Николаевича Панюкова значится где-то совсем рядом, в самом его начале. В 20-е годы прошлого столетия он входил в элиту военной разведки СССР, был в числе тех, кто стоял у истоков будущего Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. Структуры, мягко говоря, специфической. Днем рождения ГРУ считается 4 ноября 1918 года. Приказ о его создании был подписан председателем Реввоенсовета Республики, которым тогда значился Лев Троцкий. С самого начала своей деятельности ГРУ занималась разведкой и сбором сведений о новейших научных достижениях в области вооруженных сил. А вот спецназ ГРУ, эта легендарная структура, известная всем, появилась только после окончания Великой Отечественной войны. Увы, о ее работе остается довольствоваться мифами и строить догадки. Будущий разведчик Владимир Панюков родился в глухом коме селе Нёбдино. О его ранних годах сохранились скудные сведения. Известно лишь, что он был из простых крестьян, что называется от сахи. И можно лишь предположить, что детство маленького Володи мало чем отличалось от детства других деревенских мальчишек того времени. Они, как правило, росли в многодетных семьях, родители их были людьми темными, жили бедно. Дети с малых лет приучались к труду, и часто на их неокрепшие плечи падали все семейные тяготы и нужды о хлебе насущном. «Только на ноги поднялся, мне по горло дело», с ноткой горечи писал в стихах Виктор Савин. Как и многие нёбдинцы, отец коми-поэта уходил на заработки за Урал, и когда возвращался с завода, то приносил в гостиниц полбуханки белого хлеба. Кроме того, иногда в дни больших праздников покупал конфеты на 1 копейку или на 2 копейки пряников. В годы братоубийственной гражданской войны село Нёбдино, вскормившее немало знаменитостей, стало ареной кровопролитных боев и страшных побоищ. Это предчувствие приближения той, что словно во исполнении откровения Иоанна Богослова еще раз оседлает коня рыжего и смахнет хрупкий мир с российской земли, чтобы убивали друг друга братья. И Володя Панюков, как и многие его сверстники, впитывал этот дух времени и где-то глубоко в сердце предчувствовал волю судьбы, занесшей над ним свою неумолимую длань. И мало кто знал, что последние годы той улаженной тихой жизни уже навсегда отцветают, и скоро они навсегда лягут в вечность хрупкими, засушенными мемуарными листиками среди бесчисленных книжных страниц истории. В 1906 году Володя закончил сельскую школу. Тяга к знаниям проснулась в нем рано. Учился он блестяще, и особенно хорошо давались ему иностранные языки. В 1914 году, незадолго до Первой мировой войны, закончил Усть-Сысольскую гимназию и поступил в Варшавский политехнический техникум. Но проучившись год, Панюков попал под мобилизацию и в чине прапорщика был отправлен на Юго-Западный фронт. Там он участвовал в известном прорыве под командованием генерала Алексея Алексеевича Брусилова, позднее перешедшего на сторону большевиков.
Армейская карьера Панюкова продвигалась достаточно быстро. Вскоре он стал поручиком. В 1917 году получил даже чин штабс-капитана. Когда офицерское единоначалие было упразднено, и солдаты получили право самим выбирать себе офицеров, явление немыслимое для армии, но тем не менее такой период был, Панюков, как простой крестьянский сын, а не кадровый военный из дворян или из каких-то других эксплуататорских слоев, был выбран солдатами начальником полкового комитета. Демобилизовавшись, Панюков вернулся в родные края, где уже над всем главенствовала тема революции. Нахватавшись на фронте революционных идей, боевой офицер примкнул к большевикам. Год Владимир Панюков руководил Усть-Сысольской милицией, а потом вступил в ряды Красной армии и уехал за пределы Коми-края, на главный фронт. Точнее сказать, на фронты, ведь проруха судьба не скупилась на смену мест военной службы. Панюков воевал на Украине, в Туркестане, в Сибири, командовал ротой, батальоном, полком, был помощником командира дивизии. В Туркестане между сражениями его языковые способности открылись так, что офицер успел закончить курсы востоковедения и выучить китайский язык. Правда, свой первый орден Красного Знамени Панюков получил не за знание трудного китайского. Оно на гражданской войне оказалось невостребованным. Ну, что такое гражданская война? Гражданская война, в которой практически нет героев, когда люди одной страны убивают друг друга. Соответственно, Панюков, ставший на идеологическую платформу красных и вступивший в партию большевиков, разумеется, выполнял все приказы командования и свой орден Красного Знамени получил за подавление крестьянского восстания. Произошло это в 1921 году в Западной Сибири, когда крестьяне, недовольные тем, что советская власть отбирает у них хлеб и продразверстка крайне жестко изымает все излишки продовольствия, оставляя крестьянство голодать, поднялись на восстание, провозгласив лозунг «Советы без коммунистов». Против них были направлены регулярные части Красной армии, а также части ЧОН. Были такие созданы военно-партийные отряды, без единого обмундирования, но тоже как бы вспомогательные армейские части. Соответственно, при подавлении этого красного восстания Панюков и отличился в бою, лично возглавив штыковую атаку против крестьянских повстанцев. Нам сейчас трудно представить, но в годы гражданской войны крестьянство пробольшевистски настроенным людям часто представлялось классом весьма враждебным. Даже Максим Горький, как известно, долгое время в письмах к Сталину убеждал вождя извести российского крестьянина, которого пролетарский писатель считал злобным, тупым, неспособным воспринять передовые идеи явления. Впрочем, и без малоизвестных писем великого литератора трилогия «Мои университеты» дает достаточное представление о том, каким крестьянство вошло в жизнь Алексея Максимовича. Но все когда-нибудь заканчивается. 2 марта 1923 года в последнем противостоянии в Якутии сошлись белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир Иван Строт. Этим боем гражданская война завершилась. Но военная служба Панюкова продолжала оставаться успешной. Владимир Николаевич дослужился до помощника командира дивизии, но в 1925 году его карьерная лестница сделала резкий поворот. По-разному приходили люди в разведку. Кто-то по молодости и авантюрному складу выбирал себе эту работу в погоне за приключениями. Кому-то очень не хватало денег, и такие шли даже на ограбление, чтобы рассчитаться с долгами. А позже додумывались до торговли секретами Родины. В случае с Панюковым свою роль сыграла внешняя политика молодого советского государства, взявшего курс на раздувание пожара мировой революции. Когда советская Россия плотно занялась экспортом революции в Китай, военной разведке понадобились надежные люди со знанием китайского языка.
Так Владимир Николаевич с группой военных специалистов и был направлен в Китай. К несчастью для будущей судьбы Панюкова возглавлял миссию будущий маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер. Для маскировки по документам оперативного прикрытия Владимир Панюков взял себе псевдоним имени своей родины. Так в историю Китая вошел генерал Коми. В 1911 году в Китае вспыхнула революция, и империя Цин была разрушена. К власти пришел, казалось бы, Гоминьдан. Была такая партия китайская. Основал ее доктор Сунь Яцен. Можно даже провести определенные параллели, правда, достаточно грубо и упрощенно, если, скажем, у нас была партия социалистов-революционеров, эсеры, то Гоминьдан – это как раз как бы наши эсеры. Ну а китайские коммунисты – это, соответственно, российские большевики. Однако президентом Китая был выбран Юань Шикай. Спустя несколько лет он сам решил стать императором. Соответственно, все это вызвало гражданскую войну, а после смерти Юань Шикая Китай распался на ряд автономных образований, которые враждовали друг с другом. В стране перманентно шла гражданская война из года в год. Китай погружался в тот же самый революционный хаос, который был и у нас в России. В начале 20-х годов Сунь Яцен решил любой ценой объединить раздробленную страну. Северные провинции находились под военной диктатурой армейских генералов. Они так и называли себя – милитаристами. Гоминьдану для объединения страны надо было, прежде всего, покончить с этими армейскими генералами. Но без помощи союзников проект был обречен, и все это понимали. Запад остался безучастным к гражданским распрям огромной, но чрезвычайно отсталой страны. И тогда Сунь Яцен обратился к советской России. В 1923 году его ближайший сподвижник Чан Кайши отправился в Москву, чтобы договориться о военной помощи. В Первопрестольной произошла его встреча с Троцким. Заручившись поддержкой, Чан Кайши вернулся в Китай, чтобы основать здесь первую академию – Вампу, где советские специалисты должны были обучать китайцев основам военного искусства – разведки, контрразведки и шпионажа. В 1925 году Панюков прибыл в Китай и начал работать в Академии Вампу. Поначалу китайцы были настолько бедны, что на вооружении так называемой армии Гоминьдана находилось в Академии Вампу всего-навсего 30 маузеров. Соответственно, Советская Россия решила помочь Гоминьдану, ибо уже в этом же году послала первый пароход с оружием для Гуанчжоу, а в дальнейшем поставки оружия участились. Панюков работал в Академии Вампу, обучал прежде всего искусству разведки, вел другие курсы для китайских офицеров. Работал он, кстати, недолго, потому что Гоминьдан уже в 1927 году резко прервал как контакты с Советской Россией, так и союз с китайской компартией. Им не нравились идеи коммунистов о том, что всю землю нужно переделать, переделить, уничтожить феодальный класс крупных землевладельцев. В начале 1926 года Владимир Панюков был назначен военным советником в китайский корпус под командованием генерала Гоминьдана Бай Чунси. При участии Владимира Николаевича китайский корпус взял Шанхай. За эту победу советник Панюков был представлен ко второму ордену Красного Знамени. В характеристике Блюхер отметил профессионализм своего подчиненного в качестве военного специалиста, но не удержался и отметил его излишнюю вспыльчивость. Этот орден Панюков не получил. Дело в том, что в 1927 году как раз произошел полный разрыв Гоминьдана с китайской компартией, и после того, как объединенные войска Гоминьдана и китайских коммунистов захватили Шанхай, Чан Кайши отдал приказ о резне коммунистов в Шанхае. Началась пресловутая шанхайская резня, ушедшая в историю именно под таким названием.
Это послужило полным на данном этапе разрывом Гоминдана с китайскими коммунистами. То есть в итоге страна разделилась еще на более противоречивые лагеря в гражданской войне, воевающие друг с другом. Коммунисты воевали теперь с Гоминданом, милитаристы воевали и с коммунистами, и с Гоминданом. Одним словом, полный революционный хаос. Нужно, кстати, заметить, что в этот хаос энергично вступили и белые, российские белые. Потому что после разгрома их на территории Советской России белогвардейские части с Дальнего Востока эмигрировали в Китай. И, соответственно, поскольку они ничего не умели делать, кроме войны, кадровое офицерство, солдаты, они все скопом вступали в армии как раз милитаристов, против которых воевал и наш Панюков. После шанхайской резни наличие в Китае советских специалистов становилось опасным и к тому же бессмысленным. Вернувшись из революционного Китая, генерал Коми был направлен совсем на другую работу. Но за провал советской миссии в Китае Панюкову пришлось пережить заметное понижение. Так он заплатил за фиаско дорогой для Троцкого идеи о реорганизации Гоминдана мощную политическую партию наподобие ВКПБ. Как бы там ни было, Владимир Николаевич был направлен в ВОХР, военизированную охрану тяжелых промышленных предприятий, заводов, фабрик, которые ускоренными темпами стали строиться по всей стране в годы первой пятилетки. Их надо было охранять от диверсантов, белогвардейских шаек и попросту бандитов. Вскоре опала закончилась, и Панюков вернулся в разведуправление. В начале 30-х годов о нем вспомнили снова, поскольку люди со знанием 6 иностранных языков, в том числе и монгольского, снова сильно потребовались. Панюков был направлен с миссией в Монголию, которая вслед за Россией и Китаем двигалась навстречу неизбежной для всякой революции гражданской войне. Китайские войска, мечтавшие о присоединении Монголии, вторглись на ее территорию. Обороняющимся осталось надеяться на мифических союзников. Запрос был сделан барону Унгерну. Это был очень необычный белогвардейский генерал. Необычность его состояла в том, что он был мистиком, веровал в потусторонние силы, мистику, шамбалу, буддизм и тому подобное. Но под его началом находилась целая конная дивизия. Азиатская конная дивизия барона Унгерна вторглась в Монголию для того, чтобы принести независимость этому государству. Началась война с Китаем. Русские белые разбили китайские войска и провозгласили Богда Гегена снова, вернули его на трон и провозгласили независимость Монголии. Это очень интересный факт в истории этой страны, когда белая армия дает независимость Монголии, возвращает ей независимость от Китая. Барон Унгерн, разумеется, получил множество наград, чинов. Был, например, дарован ему чин, или как это назвать, титул, вернее, монгольского хана. Как известно, восстановление монархии не нравилось местным революционным силам во главе с Сухи-Батором. Он организовал свою революционную партию, и та объявила войну собственной монархии во главе с Богда Гогеном VIII, заручившись поддержкой Советской России. В конце концов, все завершилось ликвидацией монархии в Монголии. К власти пришла партия Сухи-Батора. Монголия вошла во внешнюю орбиту просоветской политики и стала надежным союзником России на многие десятилетия. Строительство социализма в Монголии с самого начала шло ускоренными темпами. Монгольские товарищи во всем следовали той же политике, что и советская Россия. Специфика Монголии состояла в том, что землевладение здесь было сосредоточено не столько в руках ханов и каких-то, допустим, крупных там аграриев, а у монастырей, буддистских монастырей. То есть удар по частной собственности происходил
автоматическое и по буддистскому духовенству. Оно было очень влиятельно и очень могущественно в этой стране. Соответственно, борьба с буддизмом и с буддистскими священнослужителями автоматически вела, соответственно, опять к хаосу и гражданской войне. Что, собственно, и начало происходить в начале 30-х годов, когда в Монголии вспыхнуло Хубсугульское восстание крестьянства против политики коллективизации. В ответ на это восстание монгольское руководство обратилось, разумеется, за помощью в Советский Союз. В 1932 году Сталин отдал распоряжение, во-первых, отправить в Монголию большую группу военных советников, специалистов и разведчиков, а также и ввести небольшие советские части на территории Монголии. Панюков был направлен в Монголию. Владимир Панюков, прослужив 4 года советником в монгольском штабе революционной армии, как посланец разведуправления РККА и получив орден Полярной звезды, высший знак Монгольской Народной Республики за деятельность в этой стране, вернулся в Москву. В столице он получил высокий пост начальника 9-го разведывательного управления РККА. «Девятка» занималась Дальним Востоком. Это означало, что вся разведка на Дальнем Востоке была сконцентрирована в руках недавнего генерала Коми. В середине 30-х годов по разведуправлению РКК был нанесен, как говорится образно, мощный большевистский удар со стороны НКВД. К тому же все это проходило в русле всеобщих политических репрессий, начатых в стране. Все в той каше 30-х годов, которая сегодня имеется, образно говоря, под политикой большого террора. Здесь я не собираюсь скрывать его, как говорится, подоплеку, причины. Просто нужно понять, что террор – это явление многообразное. Здесь нужно учитывать не только политические моменты, но и борьбу личностей Сталина и Троцкого. И Сталин, который победил Троцкого, разумеется, вычищал его людей отовсюду, со всех постов, из армии, разведки, из чиновничьего аппарата. Разумеется, разведуправление, которое создавалось прежде всего для экспорта революции 20-е годы и создавалось, разумеется, при наркоме РКК и председателе РВС России Троцким, но практически целиком было уничтожено в 30-х годах. Этому также способствовало и то, что в начале 30-х годов начались провалы наших разведчиков в Европе и в Азии. Они были вызваны другими причинами, но объяснялось теперь уже это все по-другому, по-политическому, тем, что они предатели нашей Родины, переметнулись к Троцкому, которого уже выслали из страны. Как известно, вся его биография закончилась ударом ледоруба в затылок в 1940 году. Чистка партийных рядов коснулась, разумеется, и Владимира Панюкова. В 1937 году он был арестован и проходил по делу Давыдова, одного из руководителей разведуправления РККА. Под пытками Давыдов признался в том, что он работал на японскую разведку. Обезумев от истязаний, он раскрывал какие-то явки, пароли, передавал списки монгольских товарищей, которые обучались в Советской России. На одном из допросов сказал, что все данные передавал японскому резиденту через комбрига Панюкова. Владимир Николаевич был арестован. Следствие по его делу длилось полгода. Это был тяжелый период для верхушки советской армии. Арестованы были и все генералы, маршалы, с которыми когда-то общался Владимир Панюков. В первых рядах среди них Василий Блюхер. 11 апреля 1938 года Панюков был расстрелян. Блюхера спас от расстрела в Лефортовской тюрьме оторвавшийся тромб. От расстрела, но не от смерти, которая последовала в том же году, 9 ноября. Имя Владимира Николаевича Панюкова, насколько мне кажется, забыто искусственно, преднамеренно,
пока не ясно. Прошло несколько десятилетий, прежде чем имя этого человека стало достоянием всей нашей республики. Мы узнали о нем как об высококлассном специалисте военном, разведчике. И поэтому я думаю, что имя этого человека, а таких у нас в республике единицы, которые родились здесь, служили какое-то время и внесли огромнейший вклад в создание нашей разведывательной структуры СССР, должно быть это имя увековечено. И вообще такая вот мысль есть о том, чтобы памятная доска, посвященная этому человеку, была установлена на его родине. Как я люблю тебя, край мой родимый, землю, где давнее детство бродило. Стоит уехать в другие края, рвусь к тебе сердцем, как к матери я. Не обижая сторонку другую, лишь по тебе и грущу, и тоскую, жду не дождусь, чтоб увидеть опять. А почему, не могу я сказать.